Керченского ДПС, выходя на очередную смену. В свой профессиональный праздник День сотрудника ГИБДД. Сплошной ветревелик голубит. Принимать роты прямо на трассе. Давайте рассмотрим две ситуации, когда трамвайные пути не предназначены для движения остальных транспортных средств. Первая ситуация, когда они проложены по разделительной полосе. Вы знаете, что разделительная полоса может быть оформлена конструктивно или ограничена сплошными линиями разметки, но в любом случае движение на автомобиле по ней запрещается, и это не зависит от наличия или отсутствия трамвайных путей. Вторая ситуация, когда рельсы расположены сбоку от дороги. В этом случае также не выполняются условия, перечисленные в пункте 9.6 правил, поскольку трамвайные пути не будут расположены слева от вас. Но даже при выполнении этих условий водитель не может просто так заехать на трамвайные пути. У него должна быть уважительная причина для захвата территории, которая предназначена для движения трамваев. К таким причинам относятся интенсивное движение, когда все полосы правее трамвайных путей уже оказались заняты. Необходимость опережения других транспортных средств, которые движутся по левой полосе проезжей части, если их скорость меньше максимально допустимой. Необходимость объехать препятствие, находящееся на этой полосе, а также выполнение поворота налево или разворота. О повороте налево и развороте нужно сказать отдельно. Правила требуют, чтобы эти маневры выполнялись из крайнего левого положения. Однако на дороге с трамвайными путями перед водителем встает вопрос, что следует считать крайним левым положением: левую полосу, идущую вдоль трамвайных путей, или сами трамвайные пути попутного направления, расположенные еще левее. Ответ на этот вопрос можно найти в пункте 8.5 правил. Оказывается, все зависит от наличия или отсутствия перед перекрестком дорожных знаков, которые показывают стрелками разрешенные направления движения по полосам. Эти знаки могут быть заменены или продублированы разметкой 1.18. Когда такие стрелки есть, поворот налево и разворот выполняются в соответствии с их требованиями, то есть без заезда на рельсы, поскольку над трамвайными путями знак направления движения по полосе никогда не размещается. При отсутствии упомянутых знаков и разметки крайним левым положением считаются попутные трамвайные пути, а полоса, расположенная сбоку от них, освобождается для движения других транспортных средств в направлении прямо. Возможность проехать через перекресток по трамвайным путям в прямом направлении зависит от наличия тех же самых знаков либо разметки, которая распределяет направление движения по полосам. Когда они есть, двигаться по рельсам через перекресток нельзя никаким образом. Водители должны перестроиться с трамвайных путей на ту полосу, с которой разрешено движение прямо. Если этого не сделать, то тот, кто поворачивает налево в соответствии с требованиями дорожного знака, столкнется с водителем, движущимся по рельсам, причем виновником ДТП окажется тот, кто ехал по трамвайным путям. А вот в том случае, когда знаки и разметка отсутствуют, вы можете остаться на рельсах и продолжить движение по ним, никуда не перестраиваясь. Водитель, которому нужно повернуть или развернуться, либо уступит вам дорогу перед тем, как сместиться на рельсы, либо остановится впереди, пропуская транспортный поток, а вы благополучно подъедете к нему сзади. Поскольку знаки направления движения по полосам и разметка 1.18 встречаются только на перекрестках, вне перекрестка крайним левым положением будут считаться трамвайные пути попутного направления. С них и нужно выполнять левый поворот на прилегающую территорию, а также разворачиваться между перекрестками. Однако при наличии вдоль трамвайных путей сплошной линии разметки заезжать на рельсы нужно в разрыве этой линии. Каждый водитель должен четко понимать, что, двигаясь по рельсам, он занимает чужое место, а значит не должен создавать помехи трамвайному движению. Как бы вы ни торопились, сначала нужно уступить дорогу трамваю и только после этого перестраиваться на трамвайные пути или пересекать их. Иначе при столкновении с трамвайным вагоном можно легко оказаться виновником ДТП.
Разрешается движение по трамвайным путям попутного направления, расположенным слева, на одном уровне с проезжей частью, когда заняты все полосы данного направления, а также при объезде, обгоне, повороте налево или развороте. При этом не должно создаваться помех трамваю. Выезжать на трамвайные пути встречного направления запрещается. Если перед перекрестком установлены знаки направления движения по полосам, движение по трамвайным путям через перекресток запрещается. Попутный направленияда эки полоса бар. Трамвайлар жүрө турган жерлерде бул сплошной тебелегенге болбойт. Сплошной линия катары эсептелинет. Бияка чыкканга болбойт. Стена деп эсептеш керек да. Разворот, повороттор ушул полосадан поворот, разворот кылат.